Разбитая фара до осколки бампера. Вот что сегодня утром осталось после трагедии на берегу реки Мёша. По всей видимости, автомобиль был припаркован над обрывом, но по какой-то причине скатился вниз, ударился о землю, а после и вовсе ушел в воду. Внутри машины находилось 2 человека. Оба погибли. Этот участок у берега Мёши не самый известный среди туристов. Он находится рядом с дачами. Обычно здесь только свои, поэтому эту иномарку и пару сразу запомнили. Я видела, что на берегу стоит палатка, люди отдыхают. Я гуляю с большой собакой, я разворачиваюсь и ухожу обратно. И так было 2 дня. Однако накануне машина пропала. На берегу лежал оторванный бампер, на земле были следы. Так бывает, когда автомобиль улетает с обрыва, говорят местные. Машина, она, значит, задом туда улетела, передом зацепила обрыв, оторвала бампер с номером, уже было понятно, и упала на задницу, перевернулась и на крышу. Вся смялась, там лобовое стекло вылетело. На кадрах с видеорегистратора видно, машина подъезжает к берегу и по какой-то причине не тормозит перед обрывом, падает на полной скорости. Очевидцы вызвали МЧС, к работе приступили водолазы. Автомобиль Citroën C4 обнаружили в 5 метрах от берега на 5-метровой глубине. После работы водолазов было установлено, что в транспортное средство находятся люди. Извлечь их невозможно, двери заблокированы. Было принято решение вызвать специальную технику для подъема транспортного средства. Как потом выяснилось, женщина сидела на переднем пассажирском кресле, мужчина на заднем. Овощи эти высохшие уже были из-за жары, я думаю. Судя по окружающей обстановке, машина могла пролежать в воде больше суток. Возле палатки на столике найдены уже высохшие остатки еды, рядом ключи от квартиры. Видимо, пара отдыхала на природе. Я местных очень хорошо знаю, и такой машины в нашем сельском поселении такой машины нет. Как сообщили в правоохранительных органах, в трагедии не усматривается криминал. Вероятнее всего, это был несчастный случай. По факту случившегося проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, ее ход, результаты взяты на контроль прокуратуры района. По нашим данным, погибшие были супругами и проживали в Казани. Детальнее в ситуации разбирается прокуратура. Рамиль Шайдун, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Пестричинский район.